На второй день действия режима прекращения огня в Сирии стороны обменялись обвинениями в нарушениях перемирия, однако пока не ставят его под вопрос. Сирийская оппозиция утверждает, что правительственная армия и поддерживающая ее российская авиация нарушали режим прекращения боевых действий 15 раз. Российский центр наблюдения сообщил о 9 фактах нарушения, в том числе о проникновении боевиков с территории Турции. По данным российской стороны, около 100 боевиков при поддержке турецкой артиллерии пытались отбить у курдских ополченцев город Тель-Абьяд в 82 километрах к северу от Раки, объявленной боевиками ИГИЛ своей столицей. За разъяснениями инцидента Москва обратилась к Вашингтону, который возглавляет западную антиигиловскую коалицию. Турция обвинение опровергла, а президент Эрдоган прокомментировал ситуацию в Сирии так. Это соглашение о прекращении огня соблюдается лишь частично. Если посмотреть, где именно оно действует, то это будет лишь треть территории Сирии. В воскресенье утром неизвестные боевые самолеты нанесли удары по 7 поселениям в районе городов Алеппо и Хамы. В тот же день были зафиксированы также 6 обстрелов Дамаска, в результате которых погибли 2 человека и 8 получили ранения. Сирийские власти утверждают, что огонь велся из районов, занятых отрядами оппозиции, подписавшими перемирие. Повстанцы говорят, что обстрел столицы не вели. Режим прекращения огня в Сирии действует с полуночи субботы.